Возможность начать собственное дело в сфере сельского хозяйства для желающих предоставляется и в этом году. Для этого реализуется программа «Агростартап» по национальному проекту развития малого и среднего предпринимательства. На поддержку начинающих фермерам Ингушетии в этом году выделено 82 миллиона рублей, что на 35% больше, чем было предусмотрено в прошлом году. Помимо суммы изменилась и форма подачи заявки. Теперь участвовать в программе можно дистанционно. В этом году все это делается в электронном бюджете, то есть человек, который проживает на селе, имея небольшое хозяйство, уже сам через госуслуги формирует пакет документов и загружает все это в бюджет, в госбюджет. Поэтому то есть вот эта программа в этом году чуть-чуть усложнена, вроде для облегчить как бы вот эту бумажную волокиту, чтобы люди меньше ходили по чиновникам, по организациям. То есть все, человек сам лично может у себя прямо в госуслугах все это сформировать и направить. Специально созданная комиссия, в составе которой сотрудники Министерства сельского хозяйства и Общественной палаты будут определять, чей бизнес-план выгоднее и кто реально сможет развивать сельское хозяйство в регионе. А это значит регулирование рынка продукции, сырья и продовольствия. Заявку может подать любой желающий. Прием документов на госуслугах открыт с 15 марта и будет длиться 30 календарных дней. Грантовая помощь безвозмездная, но есть условия, которые после получения средств грантополучатель должен будет выполнять. Они в течение 5 лет должны быть участниками, и они в течение 5 лет сдают отчеты, то есть ежегодно там увеличение не менее 10%. Вот если в прошлом году у тебя было, например, 10 количество крупного рогатого скота, значит на следующий год ты должен показать 11-12 уже. То есть идет увеличение, идут отчеты, по этим отчетам мы видим, что... А так, частично есть у нас отдел, который проверяет, выезжает. Это мы тоже, это помимо нас, есть еще контрольные органы, которые проверяют людей. В прошлом году на республику в рамках реализации нацпроекта было выделено 50 миллионов рублей. Тогда все грантополучатели, а их 95 человек, в полном объеме получили финансовую поддержку. Несмотря на то, что в этом году сумма превышает прошлогоднюю на 30 миллионов, грантополучателей будут в разы меньше. Так Минсельхоз планирует отобрать лучших начинающих предпринимателей для комплексного развития фермерского хозяйства в регионе. Есть еще одна сложность. Раньше мы могли, комиссия решала, какую сумму выдавать, то есть у нас были, мы могли от этой суммы до этой. Теперь у нас есть не то, что рекомендация, это прописано в этом бюджете России, то есть в правилах выдачи грантов, что минимальный порог это 1,5 миллиона. То есть от 1,5 миллиона и там свыше уже мы должны выделять эти средства. При помощи гранта начинающий фермер может открыть свой бизнес, не задумываясь о нехватке средств на корма, оборудование или закупку крупнорогатого скота. Это позволит ему полностью сосредоточиться на заботе о животных, выращивании урожая и развитии своего бизнеса. А те, кому новая форма подачи документов непонятна, могут обратиться в Министерство сельского хозяйства. Всем, кто хочет участвовать в данной программе, он может в любое время обратиться в Минсельхоз, специалисты Центра компетенции, Центра сельхозконсультирования, наши специалисты помогут им, дадут перечень документов, которые необходимо нужно собрать, то есть это и копия паспорта, и копия свидетельного установки, и так называемый. Так что люди могут прийти, мы всем, кто рады, всем будем помогать. Власти делают большой акцент на поддержке АПК, и это дает свои результаты. С каждым годом производство сельхозпродукции в регионе растет. Сегодня особенно важно поддержать предпринимателей, ведь общие показатели развития экономики и сельского хозяйства помогают противостоять санкционному давлению. Идрис Ижиев, Адам Гулоев, Али Зязиков, Магаз 24.